Для тех, кто с легкостью отличает амебу от инфузории и знает, что такое фотосинтез, здесь проходит региональный этап Всероссийской олимпиады по биологии. В Башкирском государственном университете проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Всего учеников 11 класса 55, 10 – 56, 9 – 54. В БГУ соревнуются 24 учащихся. Всех других распределяют по разным зонам, чтобы не допустить массового скопления людей. Ученики не только из Уфы. Некоторые из них приехали из города Салавата, села Иглино, Новокулево, Кармыскалы, Буздяк, Булгакова и других районов республики. Какой раз ты уже участвуешь в этой олимпиаде? На Всероссийской олимпиаде школьников по биологии я участвую уже 3-й год подряд. Становлюсь призером и в этом году надеюсь пройти на всероссийский этап заключительный. Участие в этой олимпиаде и само призерство, а также статус победителя дают дополнительные баллы для поступления в вуз. Но при прохождении на заключительный этап, а также становление там или получение статуса призера или победителя дает автоматическое прохождение в вуз без конкурса. И пока это является моей главной целью. Какие задания ожидаются на практической части? Ожидается 3 кабинета. Первый – это ботаника, включающая в себя анатомию и физиологию растений. Далее это биохимия. И последний кабинет – это генетика и эмбриология. В этой олимпиаде 2 тура – теоретический и практический. Длительность каждого по 3 часа. Первый обычно включает письменное выполнение заданий или написание развернутых текстов, поэтому его называют письменным. Варианты практических заданий разнообразны. Чаще всего на 2-м туре проводят эксперименты в лаборатории. Но в этот раз из-за коронавирусной ситуации ребята выполняют задания на бумаге в виде математических расчетов, моделирования, задачи для выявления генов, анализа фотографий органов для того, чтобы определить, какая ткань и какие болезни могут возникнуть. Как нужно готовиться к этой олимпиаде? У меня появился интерес к биологии на уроках в школе. Мы с учительницей решили попробовать 2 года назад поучаствовать в олимпиаде. Мы готовимся в школе с ней. Также дома я читаю дополнительную литературу, смотрю какие-то видеоролики. Что ты посоветуешь ребятам, которые еще не участвовали в этой олимпиаде? Во-первых, если они еще не участвовали, то, конечно, попробовать себя в олимпиадной деятельности, потому что это очень интересно, можно узнать много всего нового. И надо нам очень много времени уделять олимпиаде, потому что это намного сложнее, чем простая школьная программа. Надо читать много литературы, теории. Ботаникам и зоологам выдаются объекты черепах и растений. Их нужно распознать по определенным тематическим признакам. Многие из ребят пишут олимпиаду уже не 1-й год. Знания биологии важны для сохранения окружающей среды и улучшения здоровья людей. Сейчас от каждого из нас зависит будущее нашей планеты, поэтому современный человек должен быть знаком с этой наукой. Дарья Шепелева, Ильнар Бигбов специально для Горы новостей.